Ассаламу алейкум, Джалиль. Так, расскажи, пожалуйста, нам свою историю, свое видение вопроса нашего нагайцы, татары, братские родственные народы. Ну, во-первых, зовут меня Джалиль, я являюсь жителем села Татарская Башмаковка, самоназвание которое Казан, да? Вот. Справедливости ради необходимо сказать, что в основе, если брать как, да, религиозную основу, то в основе я сам туркмен, вот. Потому что у нас от отца считается вот этот момент национальным, вот. Потому что у меня отец наполовину туркмен, то есть мой дедушка родной, а бабушка нагайка, вот, а мать у меня казашка. Вот. Но был я воспитан бабушкой, вот, она с детства прививала вот именно вот нашу нагайскую культуру, да, вот эти моменты, язык. Вот, и я вот как бы этим всем пропитался с ног до головы. Вот это именно наша нугайская, она вот сидит во мне именно, ну, в моем сердце, в моем сознании, в моей голове. Вот. Твоя бабушка, она была коренная жительница, да? Да, коренная жительница Рашида в девичестве Абдул-Вагапова. Из рода Абдул-Вагапова, да? Да. Вот у них родовая тамга была сабля. Вот. И род какой у них? Род Манджи, по-моему, мне говорили. Вот, из этого рода она была. Вот, ну и... Но она тебе когда воспитывала, прям конкретно разграничение делала, татары, это другое, ну, айларбис, башха, терле? Ну, в принципе, да. Вот, ну, так как вот она именно застала тот момент, когда вот начали обучать татарскому языку, вот, то есть, ну, вот этот татарский компонент тоже как бы проник, вот, но в основе она всегда говорила, да, то, чтобы снугайлар, короче, вот, поэтому вот такой момент. И почему я как бы рдею, да, за то, что вот, ну, нугайлар. Возрождение, да? Да, возрождение самоназвания местного, исторически, которое было. Вот. Ну, память о светлой памяти моей бабушки, потому что она как бы всю душу в меня вкладывала, когда воспитывала. Вот, я ей очень сильно благодарен, ну, ее уже давно нет, мархум, рух шадбулсын. Вот, как бы всю она в душу в меня вкладывала, поэтому память о ней, я как бы вот это как бы участвую в этом. Потому что этот, как бы, вот это нугайское, да, которое она вкладывала с детства, она, ну, во мне, от этого никуда не деться, хотя этнически, если считать, в основе я туркмен, да, ну, потому что я как бы туркменского особо не знаю, казахского тоже, вот, поэтому как бы вот это... Вложили тебе все нагайское, короче, вложили. Да, внушили как бы и воспитали меня как бы в этом плане. Харащай ты любишь, наверное. Да, харащай, нуаймалиш, вот эти все моменты. Вот, и почему как бы я рдею, потому что у туркмен есть свое государство, да, свое государство, то есть сильное государство, да, то есть не слабое, но у него своя экономика развитая, да, вот, у казахов тоже есть, то есть беспокоиться за туркменский и казахский компонент, который находится во мне, не приходится, а вот именно за нагайский, да, который как бы сошел практически с арены истории, то есть, да, тем более в наших краях как бы позабытый, незаслуженно позабытый, да, момент, поэтому как бы, и чтобы вот это все не потерялось у нас, потому что такой язык, такой своеобразный, я очень люблю свой язык. Вот, как говорят эти специалисты, архаичный, да? Да, архаичный, я потому что был тоже в Татарстане. Ты, кстати, учился там, да? Да, некоторое время я учился там, да, около года проживал там, вот, иногда тоже вот с учителями татарского языка я разговаривал, да, говорят, раньше вот чем-то похожи, говорят, были, вот когда ты говоришь на своем диалекте, вот чем-то схожи вот эти моменты были. Вот, и следующий момент. То есть, что я не хочу, чтобы именно вот этот язык потерялся, да, то есть как бы ассимилировался другими моментами, компонентами, да, то есть я не за то, чтобы там какую-то межнациональную рознь, да, там межрелигиозную или еще какую-то. Нет, человек, если хочет записаться татарином, пожалуйста.
хочешь записаться нагайцем, пожалуйста. У меня у самого 3 крови, да. Жена у меня вообще мишарка, да. Угу. Племянник у меня, у него есть и русский компонент, и казанский компонент есть, вот, среди моих родственников. Поэтому, как бы, говорить, что одна нация лучше, другая хуже, это вообще нет проблем. Просто именно, чтобы, как бы, донести до тех, кто, может, интересуется, да, своим прошлым, как бы. Не хочется, вот, чтобы имя, которое носили наши предки, которые они нам, ну, объявляли, да, оно потерялось. Как сами себя они назывались, да, не хотелось бы, чтобы... что не хотелось бы, чтобы это, конечно, потерялось, да. Вот, поэтому, как бы, вот, я поддерживаю вот это, как бы, движение, да, которое хочет возвратить, ну, тем, кто интересуется этим, тем, кто хочет. А те, кто не хочет, пожалуйста. Потому что вот недавно, по-моему, глава Росстата говорил, если, говорит, человек даже хочет записаться эльфом, да, или там, по-моему, орком, пожалуйста, проблем нет, потому что в прошлой переписи, оказывается, чуть более 1000 человек вот этими эльфами и орками записались. Ничего себе. Да, вот поэтому, как бы, в этом проблем нет никаких. Не, ну мы же с тобой не за всякую ерунду. Как да, бы, просто мы за историческую исторической, как бы, да, справедливости. Предки были, ну, лайлак, а тут тоже сам. Ну так, хотя татары, казахи, туркмены твои, да, все они нам братские, да, братские народы, да. Родственники, народы. Соседи, да, и так далее. Все у нас отлично. Да. Ну, вот у меня вот этот только момент напрягает, когда человек хочет быть нагайцем, ему говорят, нет, ты не нагайец, ты, например, там, татарин или казах, например, да. Ну, человек хочет быть нагайцем, хочет быть тем, кем были его предки, а ему говорят, нет, ну... Кто-то извини. Да, типа там отсталые, короче, туда-сюда, давайте ближе к центру, к этому. Ну, я считаю, это не совсем правильно. Вот так. Люди, которые извне, за 1000 километров отсюда, сидят там, решают. Вот так, про твою бабушку, что еще можешь, ну, за светлой память, ты говоришь, очень много хорошего. Да, кстати, вот... Именно вот язык она прививала, вот этот ялпахнулайтелин. Ялпахнулайтелин говорил, да. И даже вот племянник мой, и ее, получается, правнук, сын моей сестры, вот он тоже короткий период попал под ее влияние, под ее воспитание. Тоже он сейчас говорит, тоже ялпахшейн нулай. Потому что сейчас молодежь смотришь, ну, уже многие... А кто такой? Марат. Фамилия? Марат Баранов, кстати, у него отец русский. Вот я говорю, понял. Вот, поэтому никаких межнациональных конфликтов и тем более у нас, значит, распри нет. Абдулвагаповый манжилер, да? Да, Абдулвагаповый. Род манджи. Да. Там сабля у них. Сабля. У казанских такого нет же? Насколько я знаю, у них такого нету. Там, городов, да, у них такого нет. Угу. Вот поэтому у меня очень много знакомых, кто-то говорит, я, говорит, говорит, что Баснулайлар, ну, говорит, мне нравится татарам, ну, татарка или татарин. Ну, пожалуйста. Личное дело каждого. Да, личное дело каждого. Понятно. Вот. Я чуть-чуть считаю. Ну, вот именно наше, как бы, вот движение, как бы, вот, за возрождение истории своей культуры, вот именно мы чисто радеем за то, чтобы сохранить память о своих предках, о своей истории. Момент. Тем более, если человек не знает своего прошлого, у него, как бы говорится, нет будущего, или у него есть будущее то, которое ему написали сверху, и все. Ну, а вот мы как мусульмане, как к этому должны относиться вообще? Ну, по идее, человек должен называться тем, кем был его предок, да, со стороны отца. Вот. Ясно. То есть каким-то приписывать себя к другому. Да, приписывать к чужому народу, это по меньшей мере неправильно, так скажем, помягче, да? Да. Это неправильно. Вот такие вот дела. А так как ты относишься к людям, вот, которые настойчиво, прям рьяно хотят переубедить нас, да, вот таких как мы, люди, которые увлекаемся своей историей, да, то, что мы не нугай, мы татары, вот что ты можешь этим людям сказать? Какой-нибудь совет, посыл? Если это им нравится, если их, как бы, это интересует, пожалуйста, просто чтобы, как бы, не задевать интересы других, да. Все в рамках дискуссии, все в рамках исторической объективности. Вот в этом ключе. Вот, пожалуйста. Да. Но не поливая друг друга, да, грязью или какими-то там нечистыми... Анонимными какими-то движениями. Да, тоже.
Как, Вот это нормально. пускай на дискуссию, пускай придут, сядут. Есть у нас Да? ученые, кандидаты, доктора наук всякие. По-моему, да, вот у нас в нашей среде есть да, люди, которые имеют историческое образование, да, вот с ними могут сесть, поговорить или видео какие-то конференции сделать, если какие-то вопросы есть. Поэтому мы открыты для дискуссий, для переговоров, для сотрудничества. Все в рамках как бы братских отношений. Да? Не более того. Все. Большое спасибо, Джалиль. Не за что. Давай тебе успехов. Да, главное, не забывайте свои корни. Вот. А для чего там ты вообще думаешь, зачем это надо? Вот некоторые спрашивают, зачем вам это надо? Оставались бы там как татарами, как записали нас вот во время Советского Союза, да? Начало СССР. Как бы записали нас татарами. Раньше так не записывали же? Да, Раньше во всех метриках написано было Нугайла. Лайда я читал, кстати, я владею арабским языком, поэтому, потому что до революции у нас тоже арабица была. Я вот эти метрики сам лично видел, да, Нугай написано. Вот. А потом записали татарами, и люди говорят, ну и оставайтесь татарами, зачем вам это надо, короче, дико поворошите прошлое. Вот. Ты что можешь им ответить? Ну что я могу ему ответить? Человек хочет быть тем, кем он хочет быть, правильно? Вот. Да. То есть кто-то хочет восстановить историческую справедливость, да? Кто-то там, например, гордится своим прошлым, своим славным прошлым, да, то есть вот наши предки вот такие были, мы типа тоже вот, ну, какая-то часть относимся к ним. Вот. А кто не хочет, ну, тот и не хочет. Кто-то хочет докопаться до истины и знать правду, а кто-то хочет чисто на эмоциях. Ну, Чисто... как вот идет течение по течению, ну, и он и идет. Может быть модно, может быть что-то больше нравится. Или да, там, вот, да, тоже их осуждать, что мы, в принципе, каждому свое, да? Да, каждому свое. Кому что нравится. Вот что можешь сказать по поводу истории. Что ты вообще за историю, за нашего ногайского народа знаешь? Вообще, тебе учили, не учили? Есть информация? Ну, я сам копался в этом, да. Потому что официально... Лично сам копался, да? Да, лично сам копался, да. То есть брал из различных источников. Вот, то есть... В основном... В основе мы были Нугайлар. Нугайлар, юрт Нугайлар. К сожалению, вот основная масса нашего населения, нашего народа, да, не знает своей истории. Да. Вот. Да, в принципе, не только нашего народа, это, в принципе, вот большой бич, наверное, современного общества. Это, в принципе, и любого общества, которое, ну, не знает своей истории. Вот. А не зная своей истории, очень тяжело построить будущее. Это как бы Аксиома. вся история, да, это вся история вот прописана вот этим моментом. Это как аксиома, короче, да. Да.